А у нас в студии Алсу Сунгатуллина, композитор, пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов по композиции, член Союза композиторов России и Татарстана. Доброе утро! Доброе утро вам! Рада вас видеть. Мы знаем, что вы выпустили альбом для детей. Доброе утро, спасибо, что пригласили в такую замечательную студию. Есть возможность рассказать действительно об этом сборнике. Это сборник для детей, он называется, так и называется, «Мир детства, Балашах Дуньясы». И издан он был специально к столетию татарского поэта, писателя Джавада Тарджиманова. Давайте покажем. Да, давайте. Вот этот сборник. «Мир детства». Он был издан издательством Юлбасма. Мы, на самом деле, очень-очень готовимся сейчас к презентации этого сборника, потому что начали работу незадолго до пандемии. Ко мне обратились родственники вот этого поэта Джавада Тарджиманова. Для нас это очень честь, когда рассказывают, говорят и просят поучаствовать в творческом проекте. Для нас это честь, и действительно мы очень старались совместными усилиями собрать новые, с одной стороны, взять стихи, уже написанные в советское время, но в них вдохнуть новое время, новые ритмы, мелодии, и чтобы это все было адресовано детям, подрастающим. То есть адаптировать под современных детей, да? Да, да, то есть сочетать, может быть, несочетаемое, и чтобы это было доступно, понятно, просто. И для нас это очень дорогая, на самом деле, работа. Ваше детище. Да, я так понимаю, вот какая должна быть детская музыка, да, чтобы было максимально, наверное, просто, да? Да, и доступно. Да, дело в том, что композитор, он, конечно, мы учимся писать и симфонии, камерно-инструментальную, разного плана музыку, но композитор, если он пишет для детей, он должен уметь смотреть глазами на мир, именно мир, как смотрит ребенок на этот мир. То есть воспевать какие-то детские радости. Да, и мы, конечно, взрослеем, иногда мы теряем ощущение радости в этом мгновении, да, а дети, они же солнышаты на самом деле. То есть, на самом деле, ребятки, они даже лучше воспринимают радостную, веселую эту музыку, это для них очень естественно, не надо даже обучать. Если им нравится, они чувствуют все, то есть эта музыка состоится. Безграничный фонтан эмоций. А работа шла легко? То есть вам нравится именно детскую музыку? Да, вообще я очень люблю действительно писать для детей, для юношества разную музыку, и фортепианную музыку, камерно-инструментальную. Для детей именно сейчас этот сборник, он адресован либо для сольного исполнения, либо в ансамбле, либо для детского хора. И мне, конечно, нравится, как известная такая фраза, да, вы все это ее знаете, просто напомню в этой студии, что для детей надо писать так же, как для взрослых, но только лучше. Это действительно так, и наши композиторы всегда писали, это Ирзида Хиярова, Масуда Шамсудинова, Луиза Хайрудинова. То есть это целое направление. Целое направление не только у нас в Татарстане, но раньше, например, в Советском Союзе, в советское время, хочу уж такой мостик исторический сделать, потому что композиторы, они писали в основном именно для мультфильмов и кинофильмов. И эта музыка настолько была яркой, интересной, с душой была написана, что песни, они жили уже своей творческой жизнью. Конечно, это высокая планка, которой хочется до этого дорасти. Дорастете, мы не сомневаемся. А скажите, пожалуйста, в новом сборнике нашла ли отражение национальная татарская музыка? Да, раз с уклоном в старину, так сказать, не забывая корни, как вы говорили, наводя мосты. То есть мы, конечно же, надо сказать, что оригинал языка текстов — это татарский язык, и, конечно же, интонации, они именно продолжение традиций татарской композиторской школы. И сейчас мы готовим презентацию этого сборника, можно я небольшую рекламу сделаю, на сцене, не на сцене, а скорее всего, это в холле, но все-таки это будет театр Тинчурина. И очень надеемся, что наша презентация украсит еще участие оркестра, камерного оркестра под управлением Ильяса Камала. Вообще Ильяс Камал, он сам тоже композитор, дирижер, виолончелист, это наш коллега. И мы стараемся так друг друга поддерживать. Очень надеюсь, что это состоится, и всех приглашаем. У вас прям глаза горят, и мы уверены, что все композиции, которые вошли в этот альбом, обязательно найдут отклик не только у юных слушателей, но и у их родителей. Спасибо. Спасибо вам, Алсу, что пришли к нам в студию и так вкусно рассказали о замечательном сборнике. Хорошего дня вам. Спасибо.